Просто Сталин, когда в 1944 году, 9 августа, прошел закрытое заседание Политбюро ЦК ВКПБ, он дал жесткое наставление. Казахи не должны знать свою историю. История должна быть исправленная. Поэтому взяли всех скифов, саков, назвали представителями иранской, персидского происхождения. Атилу назвали выходцем откуда-то из Китая, из Восточного Китая. Тамирис, Атила это Ерильхан, это наш предок. Тамирис, представитель массагетов, саков, царица, ее назвали тоже представители персов. Одним словом, всю казахскую историю исказили. А вместе с искажением нас сочиняли всевозможные сказки про русскую нацию, которой никогда в истории не было. Я прямо говорю, никогда не была русская нация. Не было и сегодня нет. Сегодня просто уже прижились с понятием русская нация. Поэтому оно естественным путем идет, эта нация, к исчезновению, русская нация. Потому раз нет языка, то не может быть и нация. Безусловно, в 1721 году Петр I, немец, кстати, тоже был женат на немке, когда создал Российскую империю, вот, будем считать, 300 лет Российская империя существует. 300 лет. Ну, о какой исторической правде может идти речь? Когда так называемые русские пытаются говорить о том, что у казахов не было государственности, а казахское ханство исторически указано еще в середине 15 века образовалось, казахское ханство. Но тюрки, как образовались, это много тысяч лет прошло. Потому что был тюркский каганат от Тихого океана до Атлантического океана. Хан Золотой Орды был, основатель империи Чингисхана. Это тоже наш предок. Его причислили к монголам. Хотя монголы возникли от казахов. То есть с казахского языка переводят монгол, то есть продолжение нашего рода. Монгол. Нас трансформировали как хотели. Интерпретация нашего происхождения, название. То нас называли печенегами, то казахов называли половцами, то казахов называли караханидами, то казахов называли хазарами, то потом начали называть киргиз-кайсаками, киргизов называли каракиргизами. То есть Российская империя была крайне заинтересована в том, чтобы слово «казах» никогда официально не фигурировало нигде. Потому что Петр I, когда создавал империю российскую, он оставил назидание своим подчиненным: бусурманов надобно уничтожать ежедневно. А для России басурманами были мы, казахи. Мы были басурманами, поэтому нас надо уничтожать. Екатерина II или София Фредерик Августа, она пошла еще дальше. Она поставила цель уничтожить, потому что говорила, если казахи будут знать свою историю, им снова, как Чингисхану, захочется захватить весь мир.